Лос-Аньос утверждают, что кто-то спрашивает ваш домашний адрес, потому что планирует сделать вам сюрприз и хочет поделиться своими чувствами к вам. Они также планируют раскрыть секрет, который навсегда изменит вашу жизнь. Будьте внимательны, получая это откровение. Ваша связь с сознанием ангела принесла небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Божественное сознание защищает и направляет вас. Бог говорит, что Он удалит из вас все тревоги, страхи, стрессы и боль и наполнит вас своим миром, любовью, исцелением и благословениями. Если вы верите в Бога, вы покинете апрель более сильными, чем вошли в него в марте, благословенными, сильными, исцеленными и умиротворенными. Следующие 5 дней будут наполнены удивительными благословениями, открытыми дверями, неожиданными чудесами и благословениями, которых вы еще никогда не испытывали. Если это послание окажется для вас полезным, напишите 11 часов 11 минут. Бог говорит, что Он собирается превратить ваши частные молитвы в публичные чудеса. Бог на вашей стороне, даже если кажется, что обстоятельства против вас. Господь, ваш Бог, преображает вашу жизнь сегодня, входит в нее, чтобы превратить все ваши печали в радость, а все неудачи – в новые начинания. Готовы ли вы? Если готовы, наберите номер 120212. Дорогой Бог, прикоснись исцеляющим прикосновением к телу человека, который смотрит этот ролик. Прикоснись к их финансам, найди для них настоящую любовь и открой новые двери благословений. Бог говорит, что это взорвет ваш разум от изобилия. Вы начнете получать богатство, здоровье и процветание. Приготовьтесь принять их с верой и благодарностью. «Исцели меня, Господи, и я исцелюсь, спаси меня, и я спасусь, ибо Тебя я славлю». Бог говорит, что вам нужно приготовиться, потому что то место, где вы находитесь, не является постоянным. У меня есть взрывные благословения, которые придут к вам. Я подниму вас выше вашей зарплаты и благословлю вас сверх вашего обычного дохода. Я внезапно изменю все в вашей жизни, проложу путь, когда все кажется невозможным. Я исцелю вас, восстановлю вас, укреплю вас и дам вам надежду. 6 вещей, которые нужно помнить сегодня. 1. Бог не закончил с вами. 2. Иисус – единственный путь к миру. 3. Вы сильнее, чем вы думаете. 4. Молитва не меняет всего. 5. У Бога всегда есть план. 6. Бог всегда с вами. Напишите «Бог со мной». Скажите: «Боже, приготовься к милостивому возвращению. В это время я действую в ваших интересах». Очень скоро вы увидите и ощутите сверхъестественные перемены в своей работе, финансах, здоровье и взаимоотношениях. У Бога была цель для вашей жизни еще до того, как у вас появился план для себя. Божий план всегда прекраснее наших желаний. Божья любовь больше, чем все, через что вы проходите. Ваши лучшие дни еще впереди. Не увлекайтесь тем, что вы видите, продолжайте идти верой, потому что у Бога есть планы процветать вас, так говорит Библия. Итак, мы славим Бога за ту славную милость, которую Он оказал нам, принадлежащим к Его возлюбленному Сыну.
Врач может спасти вашу жизнь, адвокат может защитить вас, солдат может обеспечить мирную жизнь, но только Бог может дать вам вечную жизнь. Напишите 555, если вы верите в это. Будь сильным и не бойся, ибо твой Бог идет уничтожить твоих врагов, Он идет спасти тебя. Не видите, что они задумали сделать мне зло, но Бог использовал эти же планы для моего блага. Бог говорит, что вы снова будете смеяться, снова доверять и любить. Я восстановлю все, что вы потеряли. Напишите 777, если вам это нужно. Если вы читаете это, значит, вы исцелены. Настоящая любовь и деньги придут к вам в дом. Завтра, когда вы проснетесь и посмотрите на свой телефон, вы получите одну из лучших новостей, которые вы когда-либо слышали. Не пропустите ее. Скажите вслух: «Я рожден свыше». Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты принял меня, восстановил и спас. Напишите «Спасибо, Иисус». Бог говорит, что Он гордится всеми вашими достижениями. Молитесь Ему и просите обо всем, что вам нужно, и это будет дано вам. Он всегда с вами, в хорошие и плохие времена, и будет рядом с вами, что бы ни случилось. Что-то великое уже на подходе, ожидайте удивительных времен, удивительных отношений, удивительных приключений, счастья и роста. Готовы ли вы? Напишите 999, если да. В течение 2 дней вы ясно поймете, что задержка в осуществлении вашего плана была Божьей защитой. Он всегда рядом с вами. Все, что вам пришлось пережить, только подготовило вас и сделало сильнее. Вы благословлены и обречены на величие. Я молюсь о том, чтобы 2023 год был наполнен большими благословениями, новыми возможностями, лучшими шансами и лучшим здоровьем. Напишите «Аминь», если верите. Отдавать, сеять семя – это мощная сила. Когда вы отдаете Богу, вы накапливаете для себя на небесах, и двери богатства и процветания открываются для вас на земле. Воззови ко мне, и я отвечу тебе и покажу тебе великие и чудесные вещи, о которых ты не знаешь. Неожиданно вы встретите нужных людей, откроются ранее закрытые двери, вы достигнете поставленных целей, и молитвы будут услышаны. Напишите 33, чтобы утвердить. Бог утверждает: «Лябател пертенрс эйми, но итяй». Когда вы чувствуете уныние и не можете прийти в себя, помните, что ваша сила исходит от меня. Я сотру все грехи, которые вы совершили против меня, и отпущу все грехи восстания против меня. Бог заверяет вас, что страданиям и борьбе приходит конец. Я открою небесные врата и вылью на вас все, чего вы так долго ждали и о чем плакали. Напишите 55, если вы согласны. Мира, Бог, мое избавление, я буду уповать на Него и не бояться, ибо Господь, сила моя и спасение мое, Он, избавление мое. Они будут искать меня и найдут, потому что будут искать меня всем сердцем своим. Бог знает решение, поэтому доверяйте Ему в любых обстоятельствах. Бог исцеляет ваши раны и восстанавливает ваши финансы.
Бог ведет вас к вашему лучшему сезону в жизни. Господь даст вам возможность не только быть благословленным, но и благословлять других. Используйте любую возможность. Не печалься больше, дорогое дитя Божье, твой сезон счастья действительно наступил. Напишите 7,77 для подтверждения. Я молюсь о том, чтобы продолжать служить Тебе и радовать Тебя в этом году, Господи. Я хочу продолжать расти в вере и ставить Тебя на первое место во всем. Пожалуйста, сделай так, чтобы любой злой дух, атакующий меня во сне, был разоблачен и побежден во имя Иисуса. Позволь мне сегодня отдохнуть в мире, Отец. Напомни мне, что Ты выше всех испытаний, с которыми я столкнусь сегодня или завтра. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня. Если наши материалы вдохновляют вас, оставляйте свои положительные комментарии. Мы ценим вашу поддержку. Ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.